Шыбзеха хатынскую депутацию яхара шиказпи хайла таруджу парламент усу халы хуйта пснаханкара хада рау джубка хаджим шибдру фрихайса замчи бжезамана ноябрь качай какоси тайпулара пснаханкара хада устула ханкара хада рейпулара айпулара яцавин айпшахатра устула пснер бжара Убри айфолара янаюса надручники ехал на министр Рейла за губ Рейхшера вак яла царю комплекс план убор царю бишпай нарт бадна яха президент парламент дадут заяйгет халы говорит тахут ай яхта абснаханкара хада хаджи баравжу бета Ус яхтоп хонобиш сыпхедзуса из банакзар яратагыла зача его яхнарбой зеге абартазара курцбарычы юйпшим азнейша пошого хымпада этахуб авайрдырузырц абартазара курцбарычы и цурцыз а проблемаку хакшомар рцбара абарт проблемаку уйцас хаджлари рухарпиш и халшома Уйцас абартазара курцнобар. Аяшу зухан айку шахатра нихабжахцыз напыз захвиз апхейнергна ника зачавероку бзедзани сахаван жукыр хон пусть яхтамыз даацара жукы тачакала яхчажу азгирм бадзагон аусада хулаздки хаги издрода тынчим епсара ретагыла зачахан Свяна говорит, ега чавера ахылца зырги, ехтаны не ахцетхан ажла, и вейпшим, а политика то хылок, югапсна рызыги рычалдар форти в шабре, а чаверока ера айкуша хатра языкны, имя посузырча. Вы яна гадзон харт, ари акяда них харчоз. Зегирыла зеги, абартазара кузегя, хадыргала зеги, уя гулахцит. Аха ихаз атагыла зача хыяркон. Уюцас абартазара пахрула чавертипша атагыла зача хара хавинуцка япахцис. И халнар шитхан сбиана говорит абартазарака хатала, винткарра цасла, азнич. Действительно, были разные мнения, были разные подходы. И мы открыто говорили, нам нужно создавать возможности быть услышанными. На то у нас было время, были соответствующие возможности, были соответствующие предложения по данному договору. Несмотря на то, что, я еще раз хочу заметить, были разные мнения. Стоило ли вообще выносить данный договор на обсуждение? Или нужно было его так же провести, как это было ранее? Без всяких обсуждений. Остаюсь верным той позиции, которую мы приняли. Считаю необходимым это делать и дальше. Все документы, которые приходят в адрес Абхазии, или мы сами создаем в развитии отношений с теми или иными государствами, должны быть понятны, должны быть в первую очередь приняты нашим обществом, а потом уже выносить их на те или иные уровни, для того, чтобы были они в дальнейшем подписаны. И по процедуре, как положено, ратифицированы парламентом, и потом претворялись бы в жизнь. Несомненно, положение этого документа вызвали разные мнения в нашем обществе, у разных политических структур, общественных организаций. Но, несомненно, я еще раз хочу, чтобы вы все услышали. В документ вносить попунктно все предложения, которые подавались от различных политических сил, общественных организаций, с которыми мы встречались предварительно, с парламентом, было невозможно. Но объединить мысли, попытаться их собрать воединые пункты данного договора было необходимо, и мы это сделали. И с этими пунктами не всегда было
в обществе согласия. Но мы исходили из того, что данный документ был доведен до логического конца и мог бы быть подписанным, быть на встрече с Российской Федерацией. Не бывает так, чтобы все документы устраивали бы всех. Общественность в целом подходила к тому, чтобы этот документ был бы подписан обоими сторонами. Те опасения, которые звучали, они нас тоже беспокоили, и мы по мере возможности пытались снять все эти так называемые опасности, которые могли бы быть заложены в этот документ. Но жизнь показала, встреча показала, что все то, что мы сделали, способствует как раз-таки развитию этих отношений. И абхазское государство есть и остается независимым, суверенным государством. Все будет зависеть от того, насколько мы правильно в развитии этого договора дальше будем работать на предмет реализации положений этого договора. К сожалению, я это пытался донести до всех, после базового соглашения 2008 года было в его развитии принято огромнейшее количество межведомственных, межправительственных договоров, соглашений. Вот там тот, кто хотел посмотреть и разобраться в этих документах, увидел бы, что были документы, были соглашения, которые в той или иной степени вызывали определенные опасения. Вот дальше нам надо работать вместе, чтобы этого рода сомнений не возникали. Хочу, чтобы вы знали, что мы предполагаем. У нас есть Центр стратегических исследований, к которому мы обратились для того, чтобы они помогли и работали бы вместе с нами, с властью, для того, чтобы вопросы, связанные с программами экономического развития, вопросами, связанными с теми документами, которые могут завтра возникнуть во взаимоотношениях с теми или иными государствами, прорабатывались бы на этой площадке. То есть центр соответствующий, который будет называться экспертной площадкой во главе с Центром стратегических исследований, куда будут привлечены все наши силы и возможности для того, чтобы не возникало вот такого жесткого противостояния в обществе по тем или иным документам. Нет тех опасений, о которых многое говорится в нашем обществе. Еще раз хочу заметить, буквально час 15 мы говорили один на один. И за все это время я не почувствовал со стороны собеседника в лице президента России каких-либо угроз, исходящих от России в адрес Абхазии. Наоборот, было все сказано для того, чтобы мы с вами состоялись как государство. Все те вопросы, которые поднимались руководителем российского государства, были направлены на то, чтобы Абхазия как государство состоялось. И в этом Россия нам оказывает реальную помощь. И помощь это не сегодня и не на завтра. Она была и до этого. Мы открыто говорили на встрече о том, что тот уровень финансовой помощи, который оказывался нам все эти годы, он был полезен. Но нам надо более объективно подходить к тому, чтобы эта помощь была бы нацелена завтра на развитие реального сектора экономики. Чтобы мы завтра опять не обращались бы к России за очередной финансовой помощью. Чтобы мы могли создать ту базу, которая позволила нам выглядеть совершенно по-другому. Я в этом разговоре нашел понимание. Нашел желание сотрудничать с нами как с государством. И тому
подтверждением дальнейшая встреча в рамках 2 делегаций. И президент Российской Федерации давал соответствующие указания своим чиновникам для того, чтобы многие эти вопросы, которые мы обсуждали вдвоем, получили бы развитие. Чего и каких конкретно они направлений касались? Начиная от вопросов безопасности, в рамках тех же пунктов договора, это оборона, это вопросы границы и вопросы экономической и финансовой помощи. От того, насколько мы правильно эту помощь используем, насколько мы готовы правильно выстраивать эти отношения, настолько позитивно скажутся они на нашей с вами судьбе и на завтрашнем дне. Что касается вопросов, связанных с финансовой помощью. Те суммы денег, которые предполагаются как деньги, которые пойдут нам на оказание помощи в развитии нашей Абхазии, мы настаивали на том, чтобы деньги, которые именно предназначены для этих целей, были бы перераспределены таким образом, чтобы вот социальный тот аспект, о котором мы часто говорили, был бы снижен хотя бы наполовину, а вся остальная сумма ушла бы на то, чтобы мы получили возможности развития реального сектора экономики. На что мы получили соответствующую поддержку. И это было видно в продолжении следующего дня на встрече межправкомиссий, куда мы приехали уже с заранее подготовленным документом, в котором значительное количество пунктов было в большей степени все-таки социальной направленности, как и было это ранее. Но уже даже в этом документе 1 800 почти миллионов было заложено на софинансирование реального сектора экономики. То есть мы должны проработать вместе с вами. Мы не просто говорили о том, что в этих мероприятиях должны принимать участие и представители депутатского корпуса. У нас после всей той ситуации, которая складывалась на этот день на заседании межправкомиссии, мы открыто говорили с руководителями российской стороны о том, что наша задача изменить подход, изменить отношение к этим средствам. Мы хотим, чтобы эти деньги были реально использованы, а не уходили бы в карман отдельных наших чиновников. И мы об этом говорили открыто. И на что российская сторона ответила таким образом, что она готова пересмотреть дополнительно эти материалы. И мы к январю месяцу, 15-му, должны представить соответствующие пункты мероприятий. Я не сомневаюсь, что это будет полезно, это будет нужно нам всем с вами, нашему народу. И это изменит облик нашего небольшого государства. Но хочу, чтобы все понимали, нам бояться не за что. Все, что мы делаем, делаем открыто. И делаем, может быть, вопреки некоторым мыслям, которые озвучиваются в обществе. Делаем мы это открыто, без оглядки на те или иные процессы, которые были еще вчера. Но хочу, чтобы вы все знали. Прежде чем сделать тот или иной шаг, или прежде чем что-то озвучить, мы должны знать меру ответственности за все то, что будет происходить с нами. Сегодня главная задача, ту, которую я вижу, это возможность установления реальных отношений с Российской Федерацией. Вам предстоит ратифицировать данный договор. После ратификации должны быть
выстраивании новых отношений, межведомственных отношений, межправительственных отношений. То есть документы, которые будут появляться на свет в развитии этого главного документа. Поэтому нам с вами придется контактировать, работать вместе. И хотелось бы, чтобы эта работа была бы позитивной. И тогда у нас будет реальная возможность построить государство. А я думаю, что вам всем здесь находящимся важно, чтобы мы все состоялись. Рауль Джунгович, значит, у меня несколько вопросов, и хотелось бы получить на них четкие ответы. Первый вопрос: был ли разговор о железнодорожном кредите, о его списании при личной встрече между вами и Владимиром Путиным? В том числе вопрос банковского кредита. У меня не вопрос, а пожелание. Хотелось бы, чтобы руководители ведомств, непосредственно которые будут в дальнейшем участвовать в разработке межправительственных соглашений, отдельных договоров и так далее, объясняли населению страны, что ни один не устраивающий страну момент, направленный на принижение ее статуса, не может быть. Я пересчитал внимательно это пограничное соглашение в который раз. В нем не указано, что наши войска могут нести службу в море, на границе, что граница должна быть оборудована. В этом соглашении мы все эти моменты внесли. Если внимательно почитаю, там речь идет о возврате наших пограничников и на границу по реке Ингур, и присутствие наше на море и так далее. То есть элементы постатейно надо объяснять населению, тогда, я думаю, вопросов меньше будет. И сравнивать надо с предыдущими документами, говорить о позитивах, если они есть. Если есть какие-то опасности, говорить о том, что этого удастся избежать. Что касается железной дороги и вообще железнодорожного кредита, да, был разговор. Эта тема серьезнейшая. Мог бы вам сейчас сказать, так же, как и последующие годы это было. Мы говорили, мол, и нам спишут его. Даны соответствующие поручения для того, чтобы эту тему закрыть. Как это будет? Я думаю, что это процесс, который будет обговариваться с российской стороной еще не один день. Мы открыто сказали о том, что мы в течение уже 2 лет платим проценты. Мы говорили о том, что тело кредита нужно будет уже платить в 2015 году. И на что президент Российской Федерации дал соответствующие поручения для того, чтобы просмотреть, проговорить и разрешить эту тему. Что касается железной дороги, я тоже слышал разговоры, почему абхазская власть говорит о возможности открытия железной дороги. Наверное, есть и вопросы, связанные с политической конъюнктурой. Мы тоже понимаем, почему мы это озвучиваем. Для нас важно показать, что мы государство, мы состоялись с вами. Когда некоторые наши люди говорят о том, что это опасно и возможность использования железной дороги как предлог для очередного какого-то конфликта, это вчерашний день, люди наши добрые должны понять. Мы с вами сегодня как государство состоялись, мы независимое государство. И железная дорога, которая находится на нашей территории, это наша собственность. Мы открыто говорили об этом тоже на встрече с российской стороной. Мы заявили еще раз, что железная дорога принадлежит абхазскому государству. И все остальные действия, совершаемые вокруг этого вопроса, будут исходить из именно этой константы. Что касается готовности остальных участников процесса подключиться к этому делу, это зависит не только от одной абхазской стороны или российской стороны. На то есть еще грузинская сторона, ее хозяева, будем говорить открыто, позволят ли они ей, чтобы железная дорога была запущена, это уже другой вопрос. Но с нашей стороны мы считаем, что железная дорога должна работать.
и должна работать на бюджет Абхазии. Это дополнительные средства, если мы правильно все построим. Речь идет только о грузовых перевозках. И насколько качественно мы выполним все свои работы, будет зависеть и качество нашей жизни на завтрашний день. А все остальное, что касается последующих работ по межведомственным документам, я согласен. Я, по-моему, до этого тоже говорил, что необходимо подключать все наши силы, средства для того, чтобы не только два, предположим, ведомства с той и с другой стороны решали бы эти вопросы. Могу вам честно, вот сейчас открыто сказать, не все документы, которые были подписаны в развитии базового договора 2008 года, как я и ранее заметил, являются такими, какими бы мы хотели бы их видеть. Я приводил примеры, показывал вам. Есть такие, как говорится, пункты некоторых этих договоров, которые тоже можно воспринять двояко. Поэтому, чтобы этой двусмысленности не было, нужно принимать участие всем и вместе решать вопросы, связанные с продвижением и реализацией этого большого договора. Хотел бы сказать, что несмотря на остроту, в которой происходило обсуждение данного договора, несмотря на остроту, политика открытости в отношении международных договоров, соглашений, она, конечно, ваша политика открытости в отношении вот этих документов, конечно, дала результат, что положительно сказалось на самом документе. Тем не менее, многие вещи, которые общество видело в этом договоре, эксперты, они были отражены. Может быть, недостаточно, как я сегодня сказал, потому что многие вещи соответствуют, но тем не менее положительно. Хотел бы, я здесь слышал от вас, что продолжая политику открытости и обсуждения этих договоров, вы предполагаете, что все последующие договора и соглашения межведомственные, межотраслевые, они пойдут через экспертную оценку, через экспертные круги, дабы исключить те самые риски, о которых мы говорили. Потому что все-таки в этот договор, который мы должны завтра ратифицировать там на днях, все-таки он рамочный, никакой конкретики в нем нет. А вся конкретика ляжет вот в этих договорах. И понимаю, честно говоря, поддерживаю вашу инициативу экспертной оценки данных договоров, но хотел бы продолжение вот этой открытости и попытки избежать риски. Хотел бы спросить по поводу вашего отношения, предложения об обязательной ратификации вот этих межведомственных и межотраслевых соглашений. О внесении соответствующих изменений в закон о международных договорах мы давно озвучивали, чтобы эти документы проходили через соответствующие инстанции, были бы в парламенте открыто представлены, а не так, как это, к сожалению, имело место некоторое время тому назад. Тогда все вопросы будут сняты. Никаких сомнений в действиях того или иного руководителя или чиновника не будет. Я не сомневаюсь в том, что это только будет приносить пользу. Что касается, я еще раз хочу озвучить свое отношение к представителям так называемого экспертного сообщества. Чего мы должны бояться, если мы строим государство? Хазацшо ярбану. Ауа, аюнткар разыргуло, ирзымдырдзо, идыргуло, ярбан кядхо икдыршо, ярбан кядхо харт хайзыка заашяна, урыстыла яхари хабжахцу рзымдырво, яхаргуларс ярбан хунтару яхту. Убрезараку рачам харцаззухан, юницкала хайчам харцаззухан, яртны ахца, халат шафяла, мабхан зхо, Сыздыр. Хайчухара политика азшаатана ими пахгу халагар уил шадаху. Агирах агураш сыргойт. Абхани шисхезипш. Абартазара гурчу харту. Рызык я усей цахвор. Алцша алой. Вы на своем опыте, Равдин Гавич, уже сталкивались с тем, когда, помните, 2008-2009 год, когда готовился один документ, а подписывала та власть, все совершенно другой документ. И почему опасность как раз таки вызывала, как бы сказать, у оппонирующей стороны, потому что они сами этим занимались, и не знали, как это делалось,
одно готовили людям, одно предлагали здесь успокаивали людей, а уезжали, подписывали другое. Потому вы должны понимать, почему этот разговор ходили по республике. Это то, что касаемо документов. Теперь касаемо, честно говоря, самого документа, подписанного вами и президентом России. Конечно, всецело я его поддерживал и поддерживаю. Единственное, моя просьба, Рауль Дингович, вот когда здесь уже Леонид Михайлович говорил, я просил бы, когда межведомственные соглашения более детально будут готовиться, подписываться, чтобы все-таки вот эту 10-ю статью по МВД, там, в принципе, явно ничего, как бы наши внутренние дела не лезут, но если все-таки межведомственные будут все-таки соглашения, я хотел бы, чтобы там все-таки детально разграничали. Что касается ваших опасений по статье 10, еще раз хочу, чтобы вы все меня услышали. Да, есть вопросы, в которых мы должны сотрудничать с Российской Федерацией. Но нигде вы не найдете в этом документе о том, что речь идет о каких-либо лицах, которых мы должны кому-то выдавать. Вы правильно заметили, по нашей Конституции мы своих граждан никому не выдаем. Но речь идет здесь немного о другом. Человек, совершивший преступление на территории Абхазии, гражданин Абхазии, уехал на территорию Российской Федерации. Мы его объявили в розыск. Такое у нас часто бывало. Почему мы не имеем права в сотрудничестве с Российской Федерацией получить своего преступника для того, чтобы наказать его в соответствии с нашим законодательством? Вот о чем идет речь. И точно так же и для российской стороны. Если человек, совершивший преступление на территории Российской Федерации, гражданин Российской Федерации, и такое то, что у нас имелось, скрылся на территории Абхазии, почему мы не должны этого человека в соответствии с существующими соглашениями передать Российской Федерации? Вы сами декларировали, как и лидер оппозиции, и как депутат парламента, мы не раз об этом говорили, когда составлялись проекты по комплексному плану, по инвестиционным делам. Наше мнение где-то тоже учитывалось, потому как они так подпишут. В рамках того же плана, который заложен на 15-й год, 16-17 год, везде практически проблемы идентичны. Вопросы водоснабжения, энергетики, дорог. Там все эти вопросы заложены, мы их не убрали. Давайте говорить о том, что этому району нужно то-то, давайте способствовать тому, чтобы эти вопросы были бы решены. Это как раз таки и в поддержку деятельности депутатов, в поддержку вообще в целом нашего государства. Aber wenn ich говорю, dass снова зафедерал, я знак дома, президент четвертый год выпускала и подпуск Янаку, у чего Аива было на русский дар, и тот дар, я хозяин другой городок, что я хозяин городок, и слышал структура, которая ехаико хатарнак срока курстуланби. Хумпада ихало абрихарт координация в хазлашавио азархуров. Харахзухан яйна разги усиурсы ихац. Хара ихацо харахунткараджа хазру усана. Азгидах прхагам хар. Агирах ванза яр айпу шахатра юниз киабат яшукс инад халан уяштех епрцаз айпу шахатра курчу ваяну айпуршара урт мапс зацкзом сар ягас хунткар дузыргиха хочла ишохтой пшаус рурт пипш хунткара интерес лаштнагумбан
Аус яйцахвурд, яхетаху, я ахцарту и пшатагила заачал. Владислав Ихан, ишбалашут, ахазал хыр структура ихаз, ага, натагила заача ихаз яхаркана, ара яагану урстоланби, яхтоза яуском епгана, айдар ара якуцан, амахюрку акуцан, ацану уйцас, ага, тагила заача ихаз, ирпрхагам харц, азыхан, аранпи, яхтаз ауску зигнегзаны, и наскяган йоухаджма. Ехиги убрезаробе виза иккуло. Хайдараги, вахинпи ява, ятахозар, уйцас, айкуршара, Вадаргана Хала Юбиза усадрулапиш. А Бряздаров Роб, я слышал тоже о том, что вот, мол, полное открытие, как говорится, границы может приведет к потере суверенитета. Ничего подобного. Речь идет о том, чтобы создать возможности, чтобы люди наши стали бы немного, совершенно по-другому в социальном плане себя чувствовать. Лучше, чем это есть сегодня. Чего мы боимся? Вчера мы еще говорили о необходимости открытия границы, а сегодня при другом политическом раскладе мы вдруг стали бояться открытия границы. Границу мы открываем не для того, чтобы куда-то присоединиться, а для того, чтобы создать условия экономического роста. И об этом говорил тот же президент Российской Федерации. Почему должны кто-то конкретно, десяток человек, обогащаться за счет этой границы? Как на грузинско-абхазской стороне, так и на российско-абхазской стороне. Речь идет о том, чтобы создать возможности для того, чтобы наш народ прочувствовал, что мы строим отношения, союзнические отношения с Российской Федерацией. А что касается абхазского языка, Валерий Альмеевич, я честно вам скажу, тоже, как говорится, может быть, не очень-то был большим сторонником того, чтобы этот пункт оказался бы в этом документе. Абхазский язык – это наша с вами проблема, наша боль. И мы должны обеспечивать возможностями, которые есть у нас, не жалея ни сил, ни средств для того, чтобы сохранить свой язык. Раз у нас в Конституции записано, что государственным языком является абхазский язык, то мы должны все сделать для того, чтобы у нас все звучало на абхазском языке. Но раз оно там заложено, то российская сторона сказала, что она готова способствовать тому, чтобы, как и было когда-то здесь сказано в свое время, при встрече Путина с представителями оппозиции. Те, кто присутствовал, помнят, что он сказал тогда тоже, что мы все должны сделать для того, чтобы абхазский народ сохранился. Мы должны с вами сделать все для того, чтобы мы сохранили свой язык, свою государственность. Вопрос законности паспортизации нашего населения, она не спала с выборами. У нас есть комиссия, парламентская комиссия, свою работу не доведет до конца. Если правительство по замене паспорта, по исполнению постановления парламента не доведет до конца, то мы опять будем находиться на том месте, где мы находимся сегодня. Есть постановление, мы не знаем, я попросил, чтобы вы созвали срочное совещание по паспортизации. На каком этапе мы доложим вам, на каком этапе находится комиссия. Комиссия тоже скоро начнется. Я хочу коллег проинформировать. Очень интересные вещи там происходят. Я еще первая комиссия не собирал. У нас уже заняли ситуацию с паспортизацией. И по другим регионам республики. Не только Дальскому, но и Чувашскому. Скоро сейчас МВД готовит материалы. Вот, прокуратура занимается, но члены парламентской комиссии будут готовы, мы обязательно проведем сессию, проинформируем своих коллег и проинформируем наших граждан, как и каким образом паспортизировали наше население. Убедительно, я это все говорю по одной простой причине, что вы, как гарант Конституции, потому что здесь выход, что паспортизация, надо обязательно созвать в ближайшее время совещание, именно по вашим вопросам, но здесь никак не обойтись, чтобы все направления, начиная из законодательной базы, то, что вы говорили, закон о иностранных гражданах, и под замену паспортов, это с новой силой, чтобы это заработало. Потому что 15 год, начало 15 года это уже замена паспортов. И 15 год, как мы знаем, это год выборов местных органов власти.
Несомненно, такие же процессы, которые имели место в Галском районе, но, может быть, не в таких же масштабах, к сожалению, имели место и в других районах Абхазии. Ну, ту работу, которую проводит сейчас комиссия, я думаю, что она получит соответствующую оценку. Что касается тех действий, которые были совершены вот, по отношению к Галскому району. Паспорта, действительно, мы правильно построили задачу и правильно поставили ее. Мы когда говорили о том, что значительное количество жителей Галского района имеет паспорта Грузии, ну, многие отрицали это. Сегодня на переходах, мы с вами говорили же, на переходах по реке Ингур предъявляют паспорта грузинского государства. Имеют. И мы дали команду, я вам даю, вот открыто говорю сейчас, я дал команду соответствующим нашим структурам, чтобы по этим документам выдавались бы соответствующие разрешения на проезды и возвращение в Абхазию. Есть эти документы. Нам надо поставить быстро вопрос и решить его в части, касающейся правового положения жителей Галского района. Люди хотят жить нормально. Люди хотят работать. И вот показателем вот этих отношений, буквально вот за последнее время, стали те подвижки, которые происходят в Галском районе. Я бывал там несколько раз и вижу, насколько люди открыты и хотят реально просто начать работать. Дайте возможность и спокойно работать. И будет реально работа полезная для государства. Бюджет совершенно по-другому будет чувствовать изменения. У нас вместо того, чтобы в карман государства шли эти бы деньги, которые платятся этими людьми, зачастую эти деньги уходили в совершенно другие направления. Но перемены будут. Представители, допустим, Донецкой Народной Республики, как вы знаете, там Верховный Совет, Министерство иностранных дел, вот пригласили мы их сюда, допустим, 2-3 человека, чтобы объяснили ситуацию. В части, касающейся оказания помощи этим двум республикам, никто не мешает. В части, касающейся гуманитарных проектов. В обществе, конечно, была такая ситуация, волнение, опасность, что какой-то документ будет представлен Абхазии после майских событий. И эти опасения оправдались. В представленном проекте российской стороной, и именно эти опасения оправдались. Конечно, документ был изменен, существенно был изменен, но все же в ней все, в основном статьи, которые мы 2,5 года критиковали здесь, в парламенте. В основном это то, что мы как бы на иждивении Российской Федерации, то, что наш бюджет состоит из 30%, в основном, что наши силовики, все остальные получают заработную плату Российской Федерации. Как бы вы сегодня оценили бы эту ситуацию, и когда вы поняли, что именно этот документ необходим, потому что до этого как бы никто об этом не говорил, что нужен какой-то документ. Только началась предвыборная гонка, и все кандидаты в президенты заговорили о том документе, который прям необходим. А до этого как бы его не было. Это первый вопрос. Второй вопрос. Эксперты говорят, тот же Барателис, я его правильно понял, что данный договор дает возможность экономическому росту, развитию Абхазии. В какой статье это предусмотрено? Ваша оценка соответствует или не соответствует все-таки, когда главнокомандующий страны назначается главнокомандующий во время военных действий, назначается российской стороной. Договор на 10 лет, но там понятно, что потом продление на каждые 5. Ваше предположение, через сколько лет мы можем отказаться от этой финансовой помощи? Какие-то есть такие прогнозы, что через какое-то время, 10-20 лет, мы все-таки станем независимы? Я всегда открыто говорил, и сейчас хочу, чтобы был услышанным. Жить все время на иждивении, это не значит, что мы с вами государство построим. Но не использовать ту финансовую помощь,
которую нам предоставляет Россия по назначению, вот здесь главный фактор как раз таки по назначению, а не так, как мы его разбазаривали на некие проекты, которые никоим образом не решали всех тех проблем, которые стоят перед нашим государством. Я могу назвать конкретно, еще раз возвращаюсь, когда говорят о том, что вот этот проект очень полезен и вкладывают в него средства, но при этом в комплексном плане эти проекты вообще не были предусмотрены. Мы никогда не выступали против отношений с Россией, наоборот, мы говорили правильно, нужно использовать эти возможности. Что касается к подписанию договора, пришел, когда что нужно такой договор. Так же, как и все остальные претенденты, которых и ты поддерживал, и я, как говорится, оппонировал им. Ничего страшного я в этом не видел. Но я был всегда против того, чтобы мы подписывали документ, который может минимизировать наш суверенитет. И вы правильно заметили, есть определенные опасения, которые могут реализоваться в действительности. И чтобы этого не произошло, мы, получив соответствующий проект документа, пошли на то, чтобы открыто и смело говорили, что мы не согласны со многими теми параметрами, которые были заложены в этот проект документа. И ничего тут такого опасного во взаимоотношениях России и Абхазии быть не могло. Мы сумели получить документ, который мы считали полезным для Абхазии. И российская сторона, нужно быть ей благодарным, согласилась с нашими позициями. Насколько, я еще раз хочу озвучить свою позицию по этому вопросу, будет это полезно, покажет время. И несомненно, я еще раз говорю, это моя позиция, может и я ошибаюсь. Но все будет зависеть от нашего общества, от наших политических сил, насколько мы правильно будем выстраивать эти позиции. Мамзар, ورأس وخوتسون سران سخوتسون حن حاقم زمان حيشوف وحشن آخر الشيء على زوم يجيا يخزنوا документ حد حكلارки и цахту это голосаще. Что касается командующего, мол, отдельными, а что тут такого опасного, если даже вспомнить те события, которые были еще несколько десятков лет тому назад? Советский Союз имел в свое время Варшавский договор, в который входили представители различных государств социалистического блока. Главнокомандующим, то есть, вернее, командующим, был представитель советского государства. И вся эта, как говорится, масса этих структур находилась в городе Москва. Сегодня блок НАТО кого имеет? Что, как говорится, другие какие-то представители, кроме американцев, могут управлять этими процессами? Так мы как раз таки пошли на то, чтобы в объединенной группировке речь не идет о командующем или о министре обороны, только идет о части подразделений, которые в рамках сотрудничества могут работать. И того, чего не было ранее в договоре, а было по соглашению по базам, там четко было написано, все мероприятия, проводимые в рамках военной базы, могут проводиться по согласованию только с абхазской стороной. А с абхазской стороной кто, с кем должен согласовать? То есть с главнокомандующим. Поэтому мы взяли, заложили эту ситуацию и в этот договор. То есть показали еще раз, что на нашей территории есть главнокомандующий. Не просто командующий, а главнокомандующий. Что касается 10-летнего срока этого договора, да, в каждом договоре, посмотрите, все договора имеют определенные сроки действия. Но кто сказал, что мы не можем даже в рамках этих 10 лет вносить соответствующие коррективы в такого рода взаимоотношения? И там написано, если одна из сторон в последующие годы не заявит о своей готовности выйти из этого договора, значит договор будет продолжаться. А если мы заявим, что мы не хотим этого, нам никто насильно это не вменит. Что касается еще границы по поводу открытия ее и полностью, как говорится, чем мы можем заменить. А мы разве с вами не принимали здесь решение? И я голосовал, и вы голосовали. Мы принимали решение. Это часть тех пунктов, которые как раз таки заложены в развитии этого договора. Чем мы собирались с вами заменить вот те платежи, которые мы с вами практически тем самым сняли? То есть мы должны изыскивать внутренние наши возможности и резервы, чтобы заменить платежи по таможне, по многим другим вопросам,
соответствующими усилиями внутри государства. А такие формы есть. Только что я сейчас вспомнил. Не воровать надо нам. К сожалению, из той общей массы налогооблагаемой, которая, как говорится, сегодня реально есть у нас, что-то работает, что-то не работает. Но всего мы получаем, я еще раз хочу, возвращаясь к этой теме, сказать, и наш бюджет, даже на сегодняшний день, при всей слабости нашей, как говорится, позиции вот на сегодняшний день, если мы правильно подойдем к вопросу решения проблем налогов, мы сегодня безболезненно можем поднять в 2 раза. Сегодня у нас бюджетообразующая сфера – это курортная деятельность. Но в нашем районе, я как, скажем, представитель этой отрасли, знаю, что эта отрасль находится как бы в ситуации стагнации. Потому что дальше Гагарский, например, курорт, в частности, Цандрипши, не может развиваться и в силу того, что нет министерства. Нет базы, то есть нет инфраструктуры для развития этой отрасли. Я когда начинал и говорил, еще раз повторяю, значительная сумма денег, которая будет получать Абхазия в качестве финансовой помощи, будет нацелена на то, чтобы именно решать вопросы развития экономики. Но отказываться от тех проектов, которые были ранее заложены в части, касающейся энергоснабжения, вопросов, связанных с водоснабжением, канализационной системы, мы не можем. Мы открыто заявляем об этом. Они будут работать, эти проекты, потому что это все равно связано с, если не напрямую, то все равно косвенно с экономическим становлением Абхазии. В договоре сказано о том, что российская сторона, Российская Федерация будет оказывать содействие в международном признании государственной независимости Абхазии. Какие перспективы, на ваш взгляд, признания Республики Беларусь Казахстаном подписанием этого договора и ратификацией этого договора? Разговор был, и когда мы сидели в формате 1 на 1, и этот разговор как раз-таки был нацелен на то, чтобы помочь Абхазии в развитии вот именно этих отношений, чтобы была положительная тенденция. Но с учетом тех процессов, которые сегодня происходят в мире, этот процесс не так уж легко реализовать. Но есть, могу смело вам сказать, вот сегодня идет работа, надеюсь, очень надеюсь на то, что в ближайшее время будут шаги в этом направлении положительными для Абхазии.